В эфире новости, главные события дня. С вами Василий Радченко. И вот о чем поговорим в этом выпуске. Пилот вертолета «Робинсон», разбившегося в Момском районе, жив. Сейчас спасатели ведут операцию по спасению. Якутяне обеспокоены невозможностью дозвониться до скорой с сотового по общепринятым номерам 03 и 103. С чем это связано и как ситуацию комментируют сами врачи. В России стартовала осенне-зимняя призывная кампания. Тысячи юношей получили повестки и явились в военкоматы для прохождения комиссии. Пилот разбившегося вертолета жив. Об этом телеканалу «Якутия-24» подтвердили в полярных авиалиниях. Командир воздушного судна Ми-8 на месте аварийной посадки вертолета «Робинсон» в Момском районе обнаружил на склоне хребта пропавшего пилота, подающего признаки жизни. Сейчас спасатели ведут операцию по его эвакуации. Сегодня утром командир воздушного судна Ми-8 МТВ Семенов Семен, авиакомпания «Полярные авиалинии», вместе со спасателями вылетели на поиски пропавшего пилота вертолета «Робинсон». И буквально несколько минут назад командир воздушного судна Семенов доложил о том, что пилот был обнаружен живым. Тем временем Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета «Робинсон» в Якутии. Об этом сообщает ЕСА. По информации комитета, комиссия по расследованию происшествия уже приступила к работе. По предварительным данным, борт принадлежит вертолетному клубу «Солнечный» в Воронеже. Напомню, происшествие произошло 29 сентября в 27 километрах от села Сосыр Момского района. Водолазы ищут двух пропавших мужчин в Алданском районе. Служба спасения сообщила нашему телеканалу, что двое мужчин пропали без вести рядом с городом Томот. По предварительной информации, они пропали в результате несчастного случая на воде. К поисковой операции привлекли водолазов. Обстоятельства происшествия выясняются. По социальным сетям и мессенджерам распространяется информация о скончавшемся мужчине 25 сентября 1950 года рождения в результате отравления арбузом. Смертью является другая причина, которая будет окончательно установлена позже. При составлении документов отравление арбузом нигде не фигурировал. Минздрав призывает не верить недостоверной информации, которая распространяется по социальным сетям и мессенджерам. К другим темам. У якутян теперь есть возможность повлиять на величину кадастровой стоимости объекта недвижимости. Оценку проводят в отношении объектов капитального строительства, земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. Декларацию о характеристиках объектов недвижимости необходимо подать до 1 января 2019 года в Центр государственной кадастровой оценки. Базой, конечно же, являются те сведения, которые у нас учтены в Едином государственном реестре недвижимости кадастровой палаты, проще говоря. И если с момента регистрации прав объекты недвижимости претерпели какие-то изменения с точки зрения изменения вида разрешенного использования, изменения наименования, там, каких-то моментов, то как раз это вот в декларации можно отразить. Форма декларации размещена на сайте cgko.saha.gov.ru. Уже в третьем-четвертом квартале 2019-го якутяне смогут ознакомиться с результатами кадастровой оценки. К концу года их утвердят, а в 2020-м исчисление налога в отношении имущества физических и юридических лиц начнут взимать, исходя из этих результатов. Некоторые якутяне отмечают, что существуют проблемы с дозвоном в скорую помощь по телефонам 03 и 103 с некоторых сотовых операторов. Основной номер для вызова экстренных служб, в том числе и скорой медицинской помощи, 112, работает в штатном режиме. О том, почему так произошло, нам рассказали сами медработники. На сегодня экстренные службы можно вызывать без наличия симки в телефонной трубки, когда баланс на минусе, и возможно вызвать номер 112 без наличия сети. Поэтому при этом, когда вы дозваниваетесь до 112, выбираете службу, которую вы хотите вызвать, например, если нашу, то номер 3, и система выводит вас на диспетчера скорой помощи.
Тем временем в комплексном центре социального обслуживания населения прошла ярмарка здоровья, посвященная декаде пожилых. Всего в центре проживают 144 человека. Это люди пожилого возраста, инвалиды и одинокие. Подобные ярмарки в формате медосмотра проходят 3 раза в год. Их осматривают врачи из Якутской городской клинической больницы, а именно гастроэнтерологи, эндокринологи, офтальмологи, терапевты, кардиологи. Также действуют и специальные исследования, такие как экспресс-анализ крови на сахар и ЭКГ. Мы сегодня пришли тут в интернат для инвалидов. И идет осмотр специалистов. А у меня функция такая, чтобы сахар брать. Ну, сейчас вот 10 человек прошло. Такого высокого сахара нету. Есть только повыше, а так в норме. В России стартовала осенне-зимняя призывная кампания. С юношами в Алданском районе встретилась Татьяна Вахнина. Психолог, лор-врач, окулист, хирург, нарколог, стоматолог и терапевт начали прием в кабинетах военкомата. Осенью медицинскую комиссию на пригодность к службе в армии в Алданском районе пройдут чуть более 100 человек. Да, у нас 9 человек получили повестки для вызова на призывную комиссию. Вот из них ориентировочно, я думаю, где-то 25 будет отправлено в войска. В рядах призывников, будущих защитников Отечества, спокойствие и позитивный настрой. Тяготы армейских будней ребят не страшат. Да, хочу. Почему бы и нет? Настроение, среднее. Хочу в пограничную. Отец там служил. Отношение к армии хорошее. Настроение у будущих новобранцев боевое, а вот о здоровье молодому поколению задуматься не мешает. Сколиоз, близорукость, гастриты, психические нарушения – это основные недуги школьников и студентов. Главными причинами сотрудники военкомата называют вредные привычки и увлеченность гаджетами. У нас, наоборот, снижение пока идет. Именно показатели годности по сравнению с предыдущими годами. То есть ситуация как бы в процентном отношении не сильно, но в пределах 2-3%, к сожалению, пока снижение годности идет. У нас это получается, как правило, костно-мышечная система. То есть сколиозы, там различные вот такие вопросы. И присутствует тоже определенный процент, не сильно большой, это психиатрические заболевания. К сожалению, вот это есть тоже. Но у нас тенденция меньше, чем в других субъектах. Ну и в нашем районе, естественно, тоже. Как отмечают сотрудники военкомата, в последние годы отношение у молодежи к вооруженным силам меняется. В армии служить считается престижным. Впрочем, в формировании такой установки главную роль играет не столько солдатская романтика, сколько рациональный подход. Вот общаюсь с молодежью, немножко меняется у них взгляд. Они понимают, что в армии служить надо. Но понимают с практической точки зрения. Потому что им в дальнейшем нужно будет это для последующей карьеры. В первый день призывной кампании процент явки в военкомат оказался высоким. Предполагается, что первые новобранцы отправятся к месту прохождения службы через несколько недель. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Конференция по промышленному инжинирингу «Фаесткон-2018» продолжает свою работу. Она стартовала вчера, проходит в формате телемоста и объединяет более 5000 ученых как из России, так и зарубежных стран. Конференция должна помочь повысить качество инженерного образования в информационных технологиях. Сегодня же ученые-эксперты работают по 2 направлениям – автоматика и энергетика, а также материаловедение и строительство. Сегодня вопросы строительства и энергосбережения, в общем-то, очень актуальны. И молодые ученые, нашего университета очень активно участвуют в разработках новых технологий, новых материалов и новых направлений, в том числе и в градостроительстве, в градостроительном планировании. И сегодня, конечно, будут научные доклады на эти темы. А Нобелевский комитет объявил лауреатов по физике. Кто получил премию, расскажет Никита Конев. Нобелевскую премию по физике 2018 года присудили за достижения в области лазеров. Имена лауреатов во вторник назвал представитель оргкомитета Горан Хансен. Шведская Королевская академия наук решила вручить Нобелевскую премию по физике Артуру Эшкину за оптический пинцет и его применение в биологии, а также Жерару Муру и Донни Стрикланд за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.
Оптический пинцет, изобретенный Эшкиным, позволяет манипулировать микроскопическими объектами с помощью лазерного луча. Эту технологию широко используют для изучения клеток живых существ, а американским ученым удалось с ее помощью создать голограмму вроде тех, какие появляются в научной фантастике. Открытие Мура и Стрикленд используют, например, для модификации поверхности или для сверхчувствительного химического анализа. Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в Стокгольме. Половину премии в $1 миллион получит Ашкин, оставшуюся часть разделят Мур и Стрикленд. Стилизованные национальные костюмы и аксессуары с бисера. В картинной галерее школы искусств Мирнинского района открылась этновыставка «Вековые традиции», посвященная 90-летию образования средней школы села Сюльдюкар. Там представлены работы местных мастериц, которые пропагандируют эвенкийскую национальную культуру. Юбилей школы решили отметить не концертами и речами, а выставкой. Здесь свои ручные работы представили мастерицы села Сюльдюкар. Национальные костюмы, аксессуары из бисера, панно из оленьих шкур. В эвенкийской одежде, пусть даже вот в таком стилизованном костюме, обязательно присутствуют дугообразные мотивы. Трехлопастный узор, след Гагары – это своего рода визитная карточка эвенкийской одежды. Им украшают вот такие вот нагрудники. Наталья Савинова не первый год занимается рукоделием. Ее работы известны далеко за пределами республики. Она постоянная участница различных выставок и конкурсов. Вот эту работу шила Наталья Савинова. Она шила специально для своего внука. У нее много детей, и все дети занимаются рукоделием. Рядом экспозиция старых фотографий. По ним можно проследить историю школы и самого села. Есть, например, редкие кадры с местными каюрами, которые были неизменными проводниками алмазоискателей. Тут же старинные предметы быта. Многие экспонаты изготовлены еще в средние века. Как признаются сами сельчане, они бережно чтят традиции и обычаи предков. А в школе дети изучают эвенкийский язык. Мы, сюльдюкарцы, это древний народ, и мы представители малочисленных народов эвенков по всему Вилюйскому региону. Род нас называется Врангатский. Мы в школе изучаем культуру эвенкийскую. Первая этновыставка в Мирном будет работать до 15 октября, где посетители смогут познакомиться с богатой культурой эвенкийского народа. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня все. Спасибо за внимание и всего вам доброго.